Спонсор программы – компания «Экомилк». «Экомилк». Кормилицына Надежда Михайловна закончила факультет журналистики Российского государственного гуманитарного университета в городе Москва по специализации тележурналистика. На 3-м курсе начала работать репортером, а затем и заместителем редактора отдела в ежедневной газете университета. С тех пор она успела поработать специальным корреспондентом телеканала НТВ, линейным продюсером программы «Инфомания» на телеканале СТС, а также ряда программ телеканала ТВ-центр и холдинга ВГТРК. На данный момент Надежда является шеф-редактором кулинарной программы «Ясь против еды», которая каждое воскресенье выходит на телеканале «Россия-2». В Грозный первый раз приехала в 2006 году делать большой печатный репортаж про Рамзана Ахматовича Кадырова. После этого неоднократно приезжала в республику как на республиканские праздники, так и на журналистские конференции. Готовить начала задолго до того, как ей предложили делать кулинарную программу. Считает, что никогда нельзя жалеть времени на друзей, семью и путешествия. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Тамила Ижаева, и, конечно же, наш гость, который зовут Надя Кормилицына, журналист с Москвы, которая приехала со своей съемочной группой сюда для того, чтобы снимать программу под названием «Ясь против еды». У нее плотный график, в данную минуту она должна была быть из своей съемочной группы, которая снимает наш замечательный и красивый город, но мне удалось все-таки вырвать ее из ее плотного графика, она нам выделила время, и сейчас она расскажет нашим уважаемым друзьям, как нужно приготовить какое-нибудь вкусное блюдо, потому что человек, который работает в программе про еду, не может не знать что-то вкусненькое. Так что, Надя, расскажи нам, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить. Все верно, Тамила, программа у нас кулинарная, готовим много, готовим часто, готовим необычную еду. Однако дома я стараюсь готовить все-таки еду попроще. Мы ездим очень много по регионам и готовим экзотические рецепты. Конечно, зачастую их дома приготовить очень сложно. А времени мало, есть хочется. Конечно. Как ни странно. Да, и все вкусное, самое главное. И все вкусное, да. Поэтому дома, в своей семье я стараюсь тоже готовить, иначе какая же я женщина, если я не готовлю дома. То блюдо, которое мы будем сегодня с тобой готовить, оно очень простое, оно не очень жирное, но, да, не очень калорийное. Самый калорийный ингредиент – это, наверное, паста, макароны, вот, собственно, которые будут основным элементом нашего блюда. Мы будем готовить пасту с лососем. Готовится 15 минут, что для нашей профессии просто идеально. Работающие женщины меня понимают, когда ты приходишь домой, нужно накормить всю семью, вот эта паста идеальна. 15 минут, муж доволен, дети в восторге, матери, друзья тебя обожают. Собственно, вот сегодня я хочу научить тебя и зрителей готовить эту несложную пасту. Итак, делаем пасту, да? Называется. Она у нас итальянская, может быть, французская. Просто паста, да? Давай, да, не будем громко называть ее, назовем ее паста с лососем. Вкусная паста с лососем. Вкусная паста с лососем от Надежды Кормилицыной. Ну что ж, давай тогда приступим к процессу приготовления. Ну а в первую очередь покажу тебе вот эти фарточки замечательные. Ну, я хотела бы тебя спросить, как человека, шеф-редактора такой кулинарной программы, как тебе наши фарточки? Они, между прочим, на них вот такой вот элемент, наш чеченский узор. Нравится тебе? Да.
Особенно стразы подчеркивают женскость натуры. Да, стразы, конечно, придумала я. Не удивлена. Надо взять на вооружение, потому что у нас нет фирменной формы. Вот. Ну, когда-нибудь, когда мы объедем все-все-все страны и сдадим тоже какую-нибудь программу отдельную, вот, будем в специальной одежде. А сейчас пока мы так, попроще. Для того, чтобы приготовить вкусную пасту с лососем, нам нужна, соответственно, паста. Я люблю пенне, потому что у нас будет соус томатный, и пенне, ну, видишь, с дырочками же, вот, оно пропитает. Вот покажите нашим зрителям, чтобы они видели, какого вида желательно использовать макароны. Посмотрите, они очень красивые, и вид у них, они, по-моему, сделали с такой ржаной немножечко муки, да? Да, это темный помол. Да, темный помол, и очень намного вкуснее получится. Ну что ж, а дальше? Вот, конечно, нам нужен лосось, либо семга. Кто что любит, слабого посола, слабо соленая семга. Сейчас, в общем, в любом магазине можно купить, не проблема. Обязательно томаты. Я не знаю, у вас есть традиционные чеченские томаты? Есть, вот выращивают в теплицах наших. Традиционные чеченские. В общем, нужно традиционные чеченские помидоры с тонкой кожурой желательно, сочные, очень вкусные. Да. Обязательно чеснок. И я люблю к рыбе еще петрушку. Но это такой элемент декора будет. Когда уже паста будет готова, мы чуть-чуть сверху посыпем петрушкой, будет очень вкусно. Ну а масло мы будем использовать оливковое или подсолнечное, да? Да, либо оливковое, либо подсолнечное масло, кто на чем привык. Ну а со своей стороны, как бы, я тоже буду не бездействовать, и я буду готовить салат под названием греческий. Он будет состоять из огурцов, помидоров и, конечно же, из вот такого красивого болгарского перца. Ну и сыр, там будет добавляться вот такой под названием чибан, который был предоставлен нашими спонсорами, компанией Экомилк. Очень вкусный сыр. В конце программы все это попробуем и думаю, что вы останетесь довольными. Ну что ж, тогда приступим. Собственно, сначала нам нужно подготовить томаты. Томаты, они у нас все-таки со шкуркой, надо их очистить. Я знаю отличный способ, вот я думаю, что вашим зрителям тоже будет интересно, как легко, быстро и незамысловато освободить помидор от кожуры. Так. Собственно, сначала нужно сделать несколько надрезов. Но нам нужна будет вода, кипяток или еще что-то? Да. Тогда я, наверное, поставлю все-таки наш чайничек. Вот так вот у нас будет он пока что нагреваться. Ну, а те помидоры, которые вам нужны, нужно просто сделать несколько надрезов для того, чтобы потом легко освободить их от кожуры. Надя, покажи. Очень легкий способ. Покажи. Вот, надрезы такие вот, крестиком, можно сказать, да? Вот так вот это все сделала. Что ж, интересно. Помидоры нужны сочные, для того, чтобы соус для пасты тоже получился насыщенный. Вот, потом эти томаты мы будем заливать крутым кипятком и оставим буквально на несколько минут, на 2-3 минуты. Они там полежат. И главный секрет состоит в том, что затем нужно слить горячую воду и налить очень холодную воду, может быть даже со льдом. И подержать томаты там еще буквально тоже 2 минуты. После этого кожура будет сходить элементарно. Итак, домохозяйки, любительницы вкусно готовить, посмотрите, какой полезный совет сегодня Надя дала нам. То есть для того, чтобы быстро и легко освободить помидоры от этой кожуры, которая в данном случае нам не нужна, нужно сделать вот такие вот надрезы аккуратненько. И, соответственно, потом мы это все обдадим кипятком крутым, ну а после этого сольем эту горячую воду и зальем холодным. И тогда у нас все это получится аккуратно и удобно, мы сможем снять эту кожуру. Так, пока вода греется. Пока вода греется, необходимо подготовить лосось. Так, лосось я люблю слабо соленый, кто-то, может быть, любит форель. Это необходимо нарезать. Так, я, наверное, тоже же кубиками подключусь, да. Нужно нарезать кубиками. Но главное здесь не сделать это достаточно мелко, потому что потом в сковороде лосось может разойтись, и у нас получится просто такие маленькие ошметки. Это не очень вкусно. И надо, чтобы он сохранил форму. А нам же нужно, чтобы еще красиво. Конечно, то есть, чтобы вот у людей, которые будут в конце программы все это пробовать, у них поднялся аппетит, и когда они увидели это блюдо, сказали, как хочется его попробовать. Это будет моя съемочная группа. После съемок города у нас с тобой есть фора. Да.
5 голодных мужчин после целого дня съемок. Да-да-да. Что бы у нас с тобой сейчас не получилось, они все съедят. Да. Я надеюсь, что мы сейчас специально для них постараемся. Да, ну я думаю, что сделаем получится вкусно. Я в тебе не сомневаюсь, хотя ты там и подаешь какие-то моменты сомнения. И вот таким вот образом мы, значит, нарезаем наш лосось. Слабо соленый, да? Да. Угу, такой лосось. Надя, вот скажи, пожалуйста, вот когда ты приехала в нашу республику, да, и какие ощущения вообще у тебя были? Первый раз я приехала в Чечню 5 лет назад, Угу. или 6 уже даже, наверное. Угу. Я была еще совсем юной девушкой. Угу. Я была студенткой, кажется, 4-го курса факультета журналистики. Я приехала делать большой репортаж для издания, где тогда работала. Большой репортаж о главе республики. Все у нас прошло хорошо, все прошло интересно. Это была, наверное, одна из самых запоминающихся поездок. Я не шучу, это правда, правда такое событие для журналиста особенно, это было событие. И вот я приехала сюда спустя, наверное, 5 или 6 лет, и я, честно тебе признаюсь, я не узнала город, потому что все изменилось кардинально. Огромные дома, красивые чистые улицы, что меня поразило, невероятно чистые улицы, все убирают, все чистят. Очень-очень-очень благожелательно настроенные люди, которые готовы помочь, готовы выручить. Я не слышала даже каких-то сердитых интонаций, когда люди между собой Кроме общаются. таксиста, да? Ну, это особенности работы, видимо. Да-да-да. Ага. Вот, я не узнала город, потому что сейчас Грозный — это такая маленькая игрушка, такая картинка. Очень много света, очень много стекла. Действительно, очень красивый город стал. И вот что меня поразило — чистота в каждом дворе, куда бы ты ни зашел. Собственно, вам есть чем гордиться, и я думаю, всей нашей стране есть чем гордиться за Конечно такой город. же. Ну, в первую очередь, конечно же, мы гордимся, что у нас такой глава республики, который замечательный человек, у которого есть, то есть, стремление, чтобы наша республика была намного красивее, намного лучше. И даже тем самым, вот ты же говоришь, да, о чистоте нашего города, то есть у нас проводятся субботники, но это, конечно же, благодаря нашему главе республики. Да, он правда огромный молодец. Я не знаю, откуда у него столько сил. Да. Потому что мы после своих съемок устаем так, Да. что у нас не остается просто никаких желаний, кроме лечь спать. И я вижу, как он работает. Да. Я либо в социальных сетях, да, либо а еще работает он ежеминутно, ежесекунду, потому что, мне кажется, да, круглосуточно. иногда даже. вот ты думаешь, а когда у него бывает времени выспаться? Мы желаем ему здоровья, и чтобы он всегда был вот такой вот энергичный и положительный. Удивляет, что всего 5 лет прошли с того, что все только начиналось, практически, ну не то чтобы ничего не было, конечно, работы уже тогда велись, но вот эти краткие сроки, за которые просто город и республика расцвела, это, конечно, поражает. Это правда. Я даже немножечко вам завидую, потому что это очень приятный город. Сколько бы раз я не приезжала в Грозный, я была, наверное, раз 6-5. Вот, мне здесь всегда очень комфортно, не только благодаря чистоте, не только, а просто какая-то атмосфера здесь очень хорошая. Здесь приятно просто взять, прогуляться по парку или по улицам. Мы нарезали лосось. Вот, кубиками. Наш лосось кубиками. Да. У нас вскипела уже вода. Давай выключаем. заливать, давай готовить помидоры. Давай готовить помидоры. Итак, берем, да. Какая-то огнеупорная, даже не огнеупорная, а просто такая емкость, куда можно залить кипяток. Очень быстро работаем, очень быстро. Так, А тебе очень оставить быстро. помидорку? Да, оставь мне, пожалуйста, одну помидорку. Тебе хватит? Да. Да, все. Так, Всё. заливаем. Заливаем. Давай. Аккуратненько. Мы их полностью должны взять? Да, чтобы они все целиком оказались Ой, под какой водой. запах. Кипятка? Нет, вот ты чувствуешь запах помидор? Не чувствуешь? Нет? Нет. Ну, а я чувствую. Вот, собственно, надо чуть-чуть их Ага. притопить там. Так, ага. Все, и оставляем. Оставляем, пускай они у нас здесь стоят, а тем временем мы будем... Остались
два. Да, остались 2 помидорчика, которые мне нужны. Я буду из них готовить наш греческий салат. Я подхожу к тому, чтобы начать резать чеснок. Чесночок. Очень люблю чеснок. В еде он придает такой пикантный вкус. Мгм. Иногда можно с ним даже чуть-чуть переборщить, все равно получается вкусно. Мгм. Вот, собственно, его надо очистить и либо в чеснокодавке, либо кусочками нарезать. Ну, мы в данном случае просто его порежем, да? Да. Да, мы его порежем вот так вот аккуратненько. А тем временем я Кстати, опять-таки салат не будешь готовить? не перестану. Да, я сейчас приготовлю. Я тебе чуть-чуть помогу и позадаю тебе немного вопросов. Пока ты мне вот попалась тут, я хочу за узнать. салат переживаю. Да не переживай, я-то его быстро приготовлю. У меня-то рука уже набитая. Сколько я программ тут снимаю. Я уже теперь профессиональный повар, по А я сути, это волнуюсь. дело. И нет. Я же все время за камерой, а Ага. теперь приходится перед камерой, Ага. поэтому волнуюсь. Вот Да видишь, ничего, ошибаюсь, все летит. в Нет, разные все у тебя стороны. замечательно, не переживай. Надя, ты не отходи от вопросов. Итак, ваша программа путешествует по миру, и вы снимаете в основном такие национальные кухни, да? Да, все верно. Наш ведущий Виктор Гончаренко, такой Ясь. достаточно известный, да, интернет-персонаж, Ясь, который прославился, поймав езя в своем озере недалеко от того поселка, где он живет. И он был настолько убедителен, когда радовался своему трофею, настолько он был искренен в своих эмоциях, что видео, которое он снял на фотоаппарат, На фотоаппарат на даже? фотоаппарат, взорвало интернет. Вот она, рыба моей мечты, вот она, ясь! Ребята, ясь здоровенный ясь! И сейчас Виктор Николаевич не просто рыбак и охотник, а он еще и путешественник, который в рамках нашей программы «Ясь против еды» ездит по миру и готовит необычные блюда национальные. Фишка нашей программы – это приготовление блюд, национальных блюд огромных размеров. То есть мы знаем какое-то национальное блюдо, которое, ну вот, привычного нам маленького размера. Мы стараемся приготовить его максимально большим. Иногда мы делаем даже рекорды. Понятно. Ну а в нашей республике, вот то, что вы снимать будете у нас, а какое это блюдо будет, что вы будете его делать таким большим, огромным и самым вкусным? В Чечне мы будем готовить самый большой, самый вкусный чейпукш. О, видишь, как она и сказала? Прям как будто настоящая чеченка. Сейчас у нас идут приготовления, потому что это на самом деле не такой простой процесс, как кажется. Да, Взять, конечно. приехать и снять. Нет. Да. Задействовано огромное количество людей, задействовано очень, ну, не то чтобы много министерств, но, опять же, республика и руководство республики очень нам помогает, потому что это, правда, здорово и интересно, когда Участвует много когда, людей, во-первых, да? участвует много людей, когда вообще культура. регион вообще знают по еде. Это такой интересный вид туризма, мне кажется, что он будет очень популярным, хотя он, наверное, сейчас популярен, так называемый гастрономический туризм. И вот мы стараемся по мере сил его как-то продвигать. Он состоит в том, чтобы, например, какой-то регион ассоциировался не только с памятниками архитектуры, конечно, это тоже очень интересно, но зачастую еда рассказывает о регионе или о стране гораздо больше, чем памятники, музеи. Совершенно верно, совершенно верно. Другие элементы. Вы снимаете в основном на природе, тем самым показываете вот такие живописные места, непосредственно там Дагестана. Да, Следующие ваши съемки будут где-то в Ташкенте, да? Вы будете Да, мы будем готовить... в Узбекистане, Да, мы будем в Узбекистане, я надеюсь, в Самарканде, либо в Бухаре, пока еще не определились. Так это намного красивее бывает, когда ты готовишь это все на природе, и телеканал «Россия» показывает такие живописные красивые места, о которых люди просто забыли на самом деле, да, потому что многие к нам приезжают, они не знают о том, что у нас есть очень много красивых живописных мест, такие горы, родники замечательные, и совсем скоро у нас откроется в Ведучах вот такой вот комплекс, где можно будет кататься на лыжах. Так что приезжай к нам, катаемся на лыжах с тобой. Что-нибудь на ходу приготовим. Да, и приготовим что-нибудь на ходу. Действительно, кроме еды, хочется еще показать природу и красоту того региона, куда мы приезжаем. Это такой момент этнографии. Хочется услышать песни, которые поют здесь, увидеть людей, которые, ну, понятно, что они не всегда ходят в национальных костюмах, но тем не менее здорово, что они у них есть, что они не забывают свою историю, Ну да, и здорово, что они делятся охотно ей. Ну, конечно же, вот то, что вы снимали в Дагестане, я знаю, что у вас там тоже какие-то национальные костюмы свои были, соответственно, ваши съемки, которые будут в Шатое, будут
делаться. Там тоже участвует Министерство культуры, которое представляет вам людей, которые будут танцевать у вас, в национальных костюмах, тем самым тоже показывает наш национальный колорит, насколько это все красиво и хорошо. Я знаю, что вас будет плясать, кушать, танцевать. Ох, что у нас только не будет. Да, ну и да, мы обязательно приедем, и наша съемочная группа тоже на кухне побывает и у вас на съемочном вашем процессе. И думаю, что наши зрители смогут улицезреть весь этот интересный процесс. И трудный процесс достаточно, потому что журналист это все-таки не просто так, это очень тяжело, это очень сложно. Но я знаю, что у вас съемочная группа, которая снимает программу одну, она у вас работает 2 или 3 недели, да, над одной программой? Над одной программой вместе со съемками мы работаем примерно месяц, может быть, чуть меньше. То есть неделю идут съемки, затем неделя на то, чтобы собрать материал для того, чтобы его перекодировать, потому что мы снимаем с 3 камер. Советуем и вам посмотреть эту программу, которая выйдет совсем скоро, о нашей кухне чеченской. Она выйдет на канале «Россия». Вы можете также посмотреть это в интернете, да, есть там программа передач, и они покажут свой взгляд на нашу замечательную республику. Верно. Удачи мы с тобой, вам. спасибо большое. И удачи и нам. Мы с тобой заболтались и да, приготовили огромное количество чеснока. Я думаю, что мальчики у нас ничего подкрепятся. Так это же такой продукт, за который столько вот великих людей воевали. Он и антибактериальными свойствами обладает, да и сколько из всяких полезных витаминов, от гриппа, от простуды любой. Так что не помешаешь. Кашу масло не испортишь. Все, так, переходим Нам нужна дальше. сковородка. Сковородка. Так, сразу будем сковородку, да? Ну давай мы все сразу. 2 журналиста тут заговорились, заболтались, а кто готовить-то будет? Да. Еда-то. Темнеет, ведь на улице уже скоро и придут наши гости. Язевцы. Язевцы наши. У нас тем временем уже готовы помидоры. Сейчас мы сольем горячую воду. Так, сейчас аккуратненько аккуратненько все это сливаем. Так. Напоминаю, что нужно залить холодной водой. Если у вас есть вода со льдом, лучше воду со льдом. У нас нет воды со льдом. Нет воды со льдом, ничего. Это тоже ничего, это тоже водичка. И здесь все это остынет очень хорошо. Да. Вот тем временем, посмотрите, они уже раскрылись. Да-да-да. Кожура немножечко вот так вот. Да. Они сейчас еще полежат буквально 2 минуты. Это такая итальянская манера приготовления пасты, когда макароны варятся до состояния аль-денте, то есть чуть-чуть недоваренные. Они так вкуснее. Да. Ну, делаем вкуснее, потому что у нас вкуснейший лосось-то все-таки получится. И вот, собственно, помидорки уже немножечко полежали, можем слить холодную воду. Все сливаем, оперативно это делаем. Так как. Вот, посмотрите, буквально не прошло и 5 минут, а помидоры уже открываются вот таким вот интересным образом, отсоединяется все это легко и просто. Вот. И вам не нужно долго что-то нарезать, что-то очищать. Вот, все готово. Так, тоже давай присоединяйся. Надь, а вот какие полезные советы из кулинарии ты для себя извлекла? Говорить как есть. Да, говори как есть. Все тебе простим, помилуем и поймем тебя. Поймем и простим. Не смогла, Тамила, не смогла повторить ни один рецепт к стыду к своему. Хотя в одном из журналов даже мы публиковали рецепты из нашей программы, но сама не смогла. Ну, я думаю, что тебе простительно, потому что ты постоянно на съемках, все еще впереди, потому что когда наступит тяжелая и такая нелегкая старость, я думаю, что ты все-таки вспомнишь о всех рецептах приготовления, скажешь: о, вот когда-то я готовила там где-то в Грозном, там, Чейпулкш или Халтмаш, надо мне сейчас вот сделать на это. мельницу сходить, сходить намолоть. Посмотри, опять же, сейчас мы сделали полезное дело, нашинковали помидорки. Главное, чтобы они были с соком. Это самое главное, потому что из этого будет соус, и будет очень вкусно. Я надеюсь. Кстати, это один из способов поразить мужчину. 15 минут, просто наша программа длится дольше. Да-да-да. Потому что надо рассказать все самое полезное. Вот. Но вообще 15 минут, и любой мужчина не устоит, я уверена. Ну, мы посмотрим, что будет в конце программы. Я посмотрю, и наши зрители, думаю, что посмотрят на реакцию на наших дегустаторов.
Помидоры готовы, лосось готов, чеснок тоже, вода закипает. Но если бы я была на своей кухне и одна, то я бы уже приготовила все ингредиенты. Потому что самое главное, ну, во всяком случае, я так люблю, подготовить все ингредиенты, и чтобы потом раз-раз-раз все быстро Все накидать. закипало быстро. Поэтому нам осталось порезать петрушку. петрушку. Я займусь тем, что быстренько приготовлю греческий салат. Нужен вот такой болгарский перчик разных цветов, желательно, чтобы он был не только вкусным, но и красивым, конечно же. Это все надо порезать кубиками. У нас закипела вода, и самое время добавлять туда пасту. Ну а соль? А соль? У нас же есть слабосоленая семга. И что касается соли, можно ее не добавлять в воду. Соль белая смерть, ну и вообще зачем нам много соли в организме. Поэтому мы добавляем просто пасту без соли. Опять же, если гость захочет, он посолит. Хотя достаточно много даст соли лосось. Поэтому мы не добавляем. Нужно не забывать помешивать пасту. Надо засечь время. Но я, в общем, хороший повар, как мы с тобой, Тамила. Мы знаем, когда пройдут 9 минут для того, чтобы уже можно было достать пасту. А сейчас я, собственно, могу тебе помочь. Ты в отстающей. Ну давай, хорошо. Давай тогда, знаешь, что ты сделаешь? Ты мне порежешь огуречки. Вот такие огуречки будешь периодично. Очень люблю командировки по Кавказу. Всегда стараюсь приезжать сюда сама. Ты видишь, мы любители покушать. Посмотри на себя, как на жителей Москвы, и на нас, на людей с Кавказа. Видишь, какие мы? Потому что мы питаемся всем самым вкусным и полезным, а у вас там непонятно откуда привезли, там с вашим ритмом, вы не успеваете покушать, потом спать надо, туда-сюда, а мы вот здесь вот приезжаем отъедаться на Кавказ. Да, так что приезжай, тем более я хочу тебе сказать, люди, которые со мной дружат, они всегда поправляются. Я не знаю, чем это связано, но все-таки факт есть факт. Я уже не знаю, радоваться мне или не радоваться. Ну, конечно, радоваться. Конечно, тебе же надо чуть-чуть поправиться. Что такое? Смотрите на меня. Смотрите. Главное, Тамил, главное замуж выйти, а потом можно поправляться. Для того, чтобы греческий был в совершенстве греческим, сюда обязательно нужно добавить сыр. А сыр сегодня у нас здесь будет брынза. Опять-таки, которая была предоставлена нашим спонсором. Вот, посмотрите, под названием Чебан. Очень вкусный, значит, сыр. Продукт с гор. 45% жирности. Так что советуем обязательно вам использовать непосредственно именно этот продукт в приготовлении греческого салата. Ну, а порежем мы его тоже вот такими кубиками. А давай ты меня угостишь кусочком настоящей брынзы. Угощайся. Вот хорошо, удачно мне получилось выцепить тебя и украсть у твоей съемочной группы. А ведь они голодают, бедные, но они еще не знают, что их ждет. Будут, думаю, приятно удивлены. А может быть, подумают, что зашли бы лучше в шашлычную? Нет, ты что? Здесь такое блюдо, такое интересное, такое вкусное, да, еще приготовленное шеф-редактором. Шеф-редактор. Да. Аккуратно нужно слить воду. Так, и самое главное, потому что у нас еще паста будет лежать какое-то время, для того, чтобы она не слиплась, нужно добавить немножечко масла, которое было тоже предоставлено. Вот видишь, какой красивый, даже этикетка у него такая. Покажи нашим зрителям, чтобы они... Очень красиво. Здесь написано: масло – это чудо. Мы это чудо добавляем в нашу пасту, которая станет просто основой нашего замечательного блюда. Перекладываем все это сюда, в нашу такую емкость, в нашу салатницу, где непосредственно мы это все будем мешать. И все, что мы сюда в дальнейшем добавим, это наши оливки и немного соли и немного вот такой вот греческой приправы. Не могу остановиться. Ну, ничего, я тебя не останавливаю. Кушай, кушай, дорогая. Так, дальше. Итак, сейчас основной этап, он должен пройти быстро, феерично. И интересно. И интересно. Главное, понятно для зрителя. Включаем газовую плиту. Да. И наливаем оливковое масло.
кидаем туда наш чеснок. Ты знаешь, сейчас пойдет невероятный аромат. Сейчас нужно буквально 30 секунд. Да, перемешать. И необходимо добавить туда помидоры. И помидоры должны, они в принципе уже дали нам сок. Нужно, чтобы они еще немножечко как бы расползлись по Нашей сковороде. нашей сковороде, чтобы это будет основа соуса томатного с кусочками помидоров. Очень вкусно, очень вкусно. Я все-таки закончу с нашим греческим салатом. Сюда мы добавляем приправу к греческому салату. Она тоже так придаст аромат, такие сухие травы, куда входит, значит, петрушка у нас, укроп и еще немного болгарского перчика. Также добавляют сюда вот такие вот оливки, очень тоже вкусные, полезные. И еще немного оливкового нашего масла. Несомненно, такой ингредиент, который нужен здесь в нашем салате. Добавляем также немного соли. Соли немного, потому что у нас все-таки здесь брынза, которая на самом деле тоже соленая. Так, ну что ж, а ты не рассказала нам, кто научил тебя готовить, Надя? Никто, Так? честно. Я, видимо, так много посвящала времени работе, что совершенно не переняла почти никаких семейных рецептов. Но я думаю, что еще не поздно. У меня мама умеет делать очень вкусную шарлотку, она делает очень вкусный борщ, она делает очень-очень много вкусного всего, чего я пока еще не умею, но мне есть куда расти. Да, томаты уже дали свой сок, они вот немножечко потушились вместе с чесноком, и добавляем главный ингредиент, это наш лосось. Добавляем туда, добавляем аккуратно. И аккуратненько, прям аккуратненько мы его перемешиваем. Все готово, можно уже подавать к столу. Наши макароны тепленькие. Да, вот выкладываем порцию. У вас в Чечне, я знаю, огромные порции, но у нас тоже не маленькая. Да. Вот. И сверху просто поливаем нашим соусом с рыбой. Посмотрите, какой ароматный соус. Некоторые добавляют пасту прямо в соус, но это, опять же, даже сами итальянцы расходятся в показаниях, как же правильно. И последний штрих, это мы добавляем петрушку. Вот, Зелень. Зелень, смотрите, как будет сейчас красиво. Вот какое у нас красивое блюдо получилось. Не стыдно поставить на стол, не стыдно предложить гостям. Да, вот. особенно для журналистов телеканала «Россия-2». Ну что же, готово наше блюдо под названием... Очень вкусная паста с лососем. Очень вкусная паста с лососем. Ну и, конечно же, наш красивый и аппетитный греческий салат. Ну что ж, они даже в цвет. да, в цвет подходит, и думаю, что сочетаться они будут тоже очень вкусно. Журналисты телеканала «Россия», мы ждем вас, и группа «Яйц» совсем скоро появится здесь и все-таки попробует приготовленное нами блюдо. Да. Будем ждать и накрывать, соответственно, на стол. В частности, на столе греческий салат и блюдо, которое сегодня приготовила наша гостья, замечательный журналист Надя. Надя, как называется это блюдо? Повторим еще раз. Это наша замечательная паста с лососем. Вот так вот, самая вкусная паста с лососем. Итак, а я слышу, что наши гости уже идут. Добро пожаловать. Присаживайтесь, проходите за этот замечательный стол. Здравствуйте. Сейчас Надя познакомит наших зрителей с гостями. Да, это моя замечательная съемочная группа. Программа «Яйц против еды», с которой мы приехали в Грозный. Вот ведущий нашей программы Виктор Николаевич Гончаренко, наш
мозг, наша сила, наше все. И, собственно, Роман, Евгений и Денис – это наша съемочная бригада, операторы, ассистент. Ну, в первую очередь, я, наверное, спрошу у вас, вам понравился город? Очень нравится, что здесь нет снега, потому что у меня, например, на родине сугробы двухметровой высоты. И нравится, что чисто, не видел ни одного пьяного, очень приятно это. Ну, вот чувствуется спокойствие, нету напряженности. Ну а теперь мы перейдем к долгожданному процессу дегустации наших блюд. Что ж, давайте приступим, и вы, наверное, оцените и скажете, вкусно это или нет. Давайте. Угощайтесь. Угощайтесь. Приятного вам аппетита. Пока они будут это все пробовать и расскажут о том, как мы это все готовили, Надя. Готовили с любовью, готовили с удовольствием. Ешьте, пожалуйста, пока все горячее. Да-да, вы кушайте. Один вопрос. Начинать с салата нужно или с пасты? С пасты, потому что она остывает быстрее. Понял? Пасту готовила я своими мозолистыми руками специально для вас. Очень старалась. Она вас, старалась. потому что очень сильно любит, уважает, как настоящий журналист, ваш коллега, заботится, я думаю, о вас. Ну и, наверное, сейчас мы убедились в этом. Ваша съемочная группа непосредственно путешествует по разным регионам. А вот какое блюдо из всех программ вам больше всего понравилось? Я думаю, что как ведущий вы, наверное, неоднократно все это пробуете и оцениваете. Ну да. Так какое блюдо вам больше всего понравилось? Вообще, по условиям нашей программы, блюда должны быть необычные. Или какие-то экстремальные, или большие, гигантские. Из всего того, что мне предлагали, из необычного гигантского, самое удивительное и необычное, это была жареная саранча. Да что? Даже не тараканы китайские, потому что тараканы все едят, а вот саранчу. И в одной из программ было заявлено, что казахи с удовольствием поедают саранчу. И когда казахи приготовили мне эту саранчу, и я стал ее есть, они в ужасе разбежались по Астраханской степи, потому что никакие казахи никогда в жизни саранчи на самом деле не ели. А я съел целую чашку. Но самое было страшное в том, что командный мотор не прозвучал, а потом труды были напрасны. Этот мой подвиг никто не оценил. Виктор Николаевич шутит, конечно. Кроме самого меня. Прозвучала команда. Затем мы нажарили снова 10 этих саранчей. Я снова жадно, эмоционально, страстно их поедал. Вот. Саранча на самом деле очень вкусная. И я даже, наверное, своих уже знакомых, приятелей буду себя дома ей угощать. А вообще, то, что меня поразило, было это осетинские пироги. А вот галушки вы это пробовали хоть раз? Ну я же хохол наполовину, поэтому галушки, да, это вкуснятина из детства. Так, ага. Ну вот чеченские галушки я еще не пробовал. Да, у нас галушки делают из кукурузной муки, которая очень полезная на самом деле. Пока вы это приятно все поедаете с аппетитом, я все-таки, наверное, спрошу у вас и прерву вопросом, вкусно это или нет. Да, очень прекрасное блюдо. Греческий салат немного, конечно, не в том исполнении, что его привыкли всегда видеть. Вот, более по-домашнему сделано, но очень вкусно. Паста с лососем очень вкусная. Макароны по-итальянски аль денте, очень приятно. Вот, соус восхитительный. Рыба очень мягкая, нежная. Все очень вкусно. Греческий салат вкуснее, чем в Греции. Паста, буду в Италии, я сравню. Паста тоже очень вкусная. Ну, Надя старалась, вернее, я тоже с ней старалась. Итак, вы что скажете? Ну, я человек деревенский, я такое впервые в жизни ем, поэтому мне и сравнивать это не с чем. Это съедобно, я буду так говорить. Салат очень нежный, вкусный, прямо вот, ну, настоящий греческий салат. Но он сделан с такой теплотой и любовью, что каждая вот штучка, вот. Ну, а пустая тарелка сама все за себя говорит. Если бы это было невкусно, я бы даже из уважения к моему боссу не стал бы так это обильно поедать. Ну, а вам? Очень вкусно, молодцы, просто потрясающе, буду лучше есть. Ага, а вы что скажете? Да, салат и паста очень вкусно. Большое спасибо, Надежда, что ты все-таки уделила нам свое время и дала возможность нашим зрителям узнать, как нужно правильно и вкусно приготовить вот эти вот замечательные блюда. Ну а вам, уважаемые коллеги съемочной группы, я желаю, чтобы ваши съемки прошли удачно. Да, спасибо огромное, Тамила, за гостеприимство. Я надеюсь, что
этот рецепт действительно приживется, может быть, в некоторых чеченских семьях, но мы постараемся сделать хорошую, интересную передачу, которая понравится не только жителям республики, но также и жителям всей России. Так что, уважаемые друзья, смотрите телеканал «Россия-2», и вы увидите, как ведущий Виктор Николаевич, ведущий программы «Ясь против еды», готовит и является свидетелем приготовления чеченской национальной кухни. Ну а вам, дорогие друзья, хочется сказать, чтобы вы оставались всегда с нами на нашей кухне, где бывает все только самое вкусное и полезное. Для приготовления вкусной пасты с лососем необходимы следующие продукты. Лосось слабосоленый, макароны, томаты, чеснок, петрушка, соль и перец по вкусу. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 928 894 49 90. Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Куда? Ну давай под стол. Да, под стол. Выкидывай под стол. Прячь все. Итак, сейчас у нас Надежда жонглирует чеченскими помидорами, которые мы приобрели на Беркуте, нашем рынке. Стоп, замри. Вот ты выключила, а я негодяйка. Чейпалкш. Чейпалш. Чейпалкш. Чейпалкш. Чей он, чей. Чейпалкш. Да, вот. Чейпалкш. Вот смотри, ты говоришь чей. Ты чей. С акцентом. Чей ты. И Я палкаш. поняла. Палкаш. Давай, еще скажи. Чейпалкш. О, отлично. Там тоже участвует министерство. Там тоже участвует министерство. Вау. Там тоже участвует. Ты так вот не стой, там надо там что-нибудь. Хорошо? Очень вкусно. Ну что же, журналисты телеканала Грозный, мы ждем вас. Ой, Грозный. Я свой Грозный жду. Свои. Да. Надя, вот сюда вставай. Так не пойдет, вас не видно будет. Вы сюда садитесь, а вы вот сюда садитесь. Да. Ну а чеченскую кухню... Так что мне понравилось вот так вот.